Ассаламу алейкум. Вітаю вас, шановні глядачи. Сегодня 2 сентября 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех приветствую. Время 16 часов 4 минуты по Берлину, 17 часов по городу Джохару. Сегодняшний наш стрим называется «ФСБ готовит геноцид чеченского народа. Кадыровцы предлог». Кадыровцы предлог. Давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Ну, как обычно, я хочу начать с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях за прошедшие сутки. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1300 террористов, 9 танков, 26 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 30 БПЛА, 44 автомобильной техники и цистерны, 2 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ! Как-то так, друзья. Напоминаю всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные пишите лайки, распространяйте и так далее. Это очень важно, особенно во время стрима, когда вы там ставите там вот эти сердечки, лайки, там разбрасываете в разных WhatsApp'ах и в других своих социальных сетях или мессенджерах, разбрасывайте ссылку на наш стрим. Это очень важно. Так как выглядит. Как мы знаем, война давно перешла на территорию фашистской России, и бомбардировки идут в том числе уже Москвы. Есть очень большой такой нефтеперерабатывающий завод, нефтехранилище, там бензинохранилище, все это огромный такой массив, целый микрорайон, можно сказать, вот этот нефтеперерабатывающий завод, в Капотне он находится. Я там бывал, помню этот большой такой масштабный завод, и по нему нанесли удары дроны. Украинские, вероятно, это украинские дроны, может инопланетяне, не знаю, но поразили очень точно, хотя Собянин, так называемый одиозный террорист Собянин, сказал, что сбили, и там когда сбили, там обломки упали на какое-то там нежилое здание, там какое-то техническое здание и так далее. На самом деле есть видео, где прямым попаданием дрон взрывает вот какую-то часть специально. Видимо, знают, куда бить те, кто бьют, и специально в какую-то часть, верхней части вот этого строения попадает. Так что все отлично, Русня пылает, Москва пылает, Москва спаленная пожаром, пока еще не полностью, но все движется в этом направлении. Движется в этом направлении, можно сказать, на мой взгляд, я считаю, что Россия уже потерпела поражение и пытается всячески вывести войска из Украины. Этому препятствует Путин и там другая верхушка. Ну, есть силы, по всей видимости, всегда так бывает на России. Они создают или позволяют существовать разным там оппозиционерам только лишь в системе, которые они контролируют, которыми они управляют. И сейчас есть большая вероятность, что выводя войска или бегство войск с Украины, эта вся энергия будет направлена против чеченцев, ну, под видом якобы против кадыровцев.
Сейчас мы уже чаще слышим ахматовцы названия, это больше Росгвардия и военные российские, чеченской национальности, так сказать. И будет большая-большая такая серьезная зачистка. Кадыров Рамзан подготовил себе место бегства в Иорданию. Там проживают люди его тейпа, которые еще лет 120, где-то чуть больше назад перебрались, тоже бежали от имперской России, от политики геноцидальной фашистской России. Но вот эти потомки тех, кто бежал, теперь налаживают связи с теми, кто за Россию. Короче говоря, потомки поступили не так, как поступили их отцы, которые перебрались в Иорданию, спасаясь от оккупации фашнявой вот этой русни, к сожалению. Рамзан Кадыров уже много там подготовил, там очень хорошая диаспора в Иордании. Рамзан Кадыров будет бежать, скорее всего, в Иорданию. Вывезет своих детей, семью, там всех остальных родственников, там и так далее, и так далее. Такое большое количество собралось уже, набралось. Ну, а русня, фашистская русня, готовит провокации со стороны дагестанцев против чеченцев. Опять же, обращаюсь к дагестанцам. Дагестанцы, ну, кто меня услышит, не думаю, что много дагестанцев меня услышит, но вы передайте, кто услышит. Мы никогда дагестанцам ничего плохого не делали. Никогда. Мы жили вместе среди чеченского социума. Живет огромное количество разных национальностей, в том числе и дагестанских национальностей. Мы никогда с войной не приходили к Дагестану, ни с одним народом в Дагестане мы не воевали. Но среди дагестанских народов было полно тех, кто проходил военную службу, воевал, был очень жестоким по отношению к чеченцам. Были такие вот люди. Но они ровным счетом из себя не представляют. Это такая обрусевшая, такая ничтожная масса, которая будет, скорее всего, сейчас нагнетаться и направляться против чеченцев. Будут объяснять: смотрите, чеченцы будут вам мстить за то, что вы были жестокие, там, 3-10, и таким образом их мотивировать. Но тем мерзавцам, которые служат фашистской России и убивают чеченцев, воюют против чеченцев, мне, в принципе, сказать особо нечего. Кроме того, что если бы они были бы хоть капельку настоящими воинами, одевая форму, которым они себя позиционируют, они бы не пошли бы убивать чеченцев, не только потому, что это их соседи, там, кавказцы, братья, все такое, а потому что в 99 году в Буйнакске Путин с Патрушевым, то есть банда ФСБ, минерами подкладывали бомбы. Были ГРУшники, они были задержаны, есть их допрос, видеосъемка и так далее, и так далее. В Буйнакске был взорван дом с семьями военнослужащих, где проживали семьи военнослужащих. И ни один дагестанский вояка не выступил, зато очень кроваво и жестоко прошлись по чеченцам. Видимо, выслуживая своим хозяевам, и им наплевать на своих соплеменников, сородичей, сослуживцев и их семьи, которые русские взорвали. Русские всегда так поступают, и со своими тоже они так поступают, но чтобы знали, насколько это мужчины, насколько это за справедливость люди, там, и так далее, и так далее. Если убивают их женщин и детей, то есть именно вот эту группу лиц, военнослужащих, их женщин, детей, и они терпят, то о чем можно говорить, о какой жалости, сострадании можно говорить там к чеченцам от этих людей, когда они идут, потом еще совершают страшные злодеяния. Но я хочу сказать дагестанцам: дагестанцы, мы вам ничего плохого не делали. Сейчас нагнетается обстановка, и вас будут натравливать на нас.
а нас будут натравливать на вас. Я призываю вас не поддаваться на эти провокации, которые сейчас будут усиленно раскручиваться. Также я призываю чеченцев не поддаваться на провокации. У нас есть много что сказать и всем нашим соседям на Кавказе. Много что есть предъявить за все это. Но сейчас мы должны быть едины, мы должны быть не поддаваться на провокации, которых нас сейчас хотят использовать. Сейчас из Украины будут выводиться войска, и эти войска будут направляться на Кавказ. Сейчас, одну секунду. И вот эта ситуация будет усиленно накручиваться, раскручиваться. И в итоге Русня планирует геноцид чеченского народа. Геноцид. Самый настоящий очередной геноцид. Поэтому давайте об этом не забывать. И давайте об этом и многом другом поговорим. Как предсказал Джахар, будут гореть русские города синим пламенем. Да, уже горят, Шамсад Машуэль. Салам всем свободным людям. Салам, Асан. Асан, я знаю, тебя много слушают люди из Украины. Я многим так называемым журналистам задавал вопрос. Ваше отношение к гражданам Украины, которые воевали за фашистскую Российскую Федерацию во время оккупации Чеченской Республики Ичкерия. Да, я видел эти твои комментарии, ты их много пишешь, спасибо тебе, платные пишешь, платишь им еще деньги. Американцы и так много денег выделяют, что разные там экзотические украинские пропагандисты в виде Золкина и Панамо, или как его там, и еще одного там, они ведут такую антиукраинскую деятельность. И знаешь, это у меня сложилось такое впечатление, но это один в один по лекалам нашей войны, то, что мы воевали против России, точно так же все повторяется. Наше воинство, наши воины побеждают, а в политическом плане КГБ СССР побеждает. Вот как получается. И сейчас то же самое я наблюдаю в Украине. К большому сожалению, побеждает Украина, побеждает ЗСУ, но, к большому сожалению, проигрывает Украина. К большому сожалению, украинцы идут именно по тем же вот, следам, по которым шли чеченцы. К большому сожалению, люстрации, там, война идет, нельзя, третье, десятое. Именно в войну и надо проводить эту люстрацию, потому что если не провести эту люстрацию, то войну не выиграть, к большому сожалению. Я вижу, как они игнорируют Карпенко, да, СЦ, спасибо. Это я вижу, как они игнорируют твои вопросы, хотя платные вопросы специально на то и платные, чтобы заметили и на них отвечали. Но, несмотря на все твои усилия, они игнорируют то, что... Потому что им нечего сказать. Потому что СБУ это был филиал ФСБ. Мы все прекрасно это знаем. КГБ УССР было филиалом КГБ СССР, а СБУ при Януковиче было филиалом ФСБ. Что изменилось, кроме того, что руководитель СБУ там, и еще несколько там, генералов сбежали в Россию? Ничего. Посмотрите, что произошло в Крыму. Посмотрите, что произошло в Донецке и Луганске. Сколько ментов перешло на сторону России, сколько военных перешло на сторону России, и сколько СБУшников перешло на сторону России. Так вот, СБУшники переходили почти в Крыму полностью, в некоторых местах почти все. Понимаете? А СБУ не должен переходить. Полиция даже если перейдет, СБУ. Военные и СБУшники — это вообще опора государства. Они должны умереть, сгореть в огне, но не переходить на сторону врага. Им вообще нет на это права. Поголовно переходят.
Понимаете? И сейчас СБУ вместе с ФСБ планирует новый геноцид чеченского народа. И это преподносится как бы, чтобы снять с нас вот эту нагрузку, вот эту войну, давайте переключим их на чеченцев. Они же воюют против нас. Давайте переключим на них. Хотя именно эти СБУшники и ФСБшники воевали против чеченцев. Да, это так. СБУ, учреждение СБУ, имеющее признаки террористического, вместе с террористической бандой ФСБ воевали против чеченцев. И вот твои вопросы, твои комментарии, они очень уместны, Эд, когда ты их об этом спрашиваешь. И сейчас появляется новая проблема у чеченского народа. Сейчас появляется угроза геноцида чеченского народа. И главное, знаете, что важно, как это преподносится. Мы снимем с себя эту угрозу, что вот пускай там война будет, мы должны там себя это все сбросить там и так далее, и так далее. При всем при этом они собираются победить, уничтожить. Кого-то нужно сдавать, кого-то нужно передавать в международный трибунал, который без сомнения состоится. И русская империя, когда я говорю русские, я не имею в виду украинских русских. Когда я говорю русские, я не имею в виду этническую принадлежность русских в России. Я имею в виду политических русских, то есть имперцев, самых настоящих империалистов, которые были мотором, топливом для вот этой войны. Топливом для этой войны. И русские империалисты никогда не проигрывали, такой миф у них, что они никогда не проигрывали войны. И, конечно же, они никогда, это же унизительно, проиграть войну украинцу, украинскому казаку. Уже несколько веков украинцы сражаются за свою свободу, бьются. И да, они большую часть побеждали, но большую часть они проигрывали. Были победы, но по большей части мы знаем, и в Советском Союзе в оккупации находилась Украина. И сейчас ее пытаются снова оккупировать. И в царской России было то же самое. И сейчас такой уникальный случай, когда украинское воинство побеждает, наконец-то. Это очень важно. Это важно и для истории, и это важно внутри самой Украины. Если украинцы победят не кадыровцев или бурятов, которые никогда не нападали, и никогда бы чеченцы или кадыровцы, не будь России, они не оказались бы с оружием в руках на территории Украины. Мы все это знаем, все украинцы это знают, весь мир это знает. Потому что веками мы не сражались, никогда у нас не было проблем. Да, украинцы приходили с оружием в руках защищать империю на нашу землю. Сейчас пришли кадыровцы чеченской национальности, люди, и не только кадыровцы, там Росгвардия. Кадыровцы это маленькая такая только верхушка. Там Росгвардия есть, военные есть. А нам показывают вот эти несколько десятков, сот человек, которые якобы там все держат, весь фронт и так далее. Мы все это знаем, как делается эта пропаганда. Украина, если бы она должна быть на объективной стороне, она тоже должна была прекрасно понимать. Но важно показать и украинцам внутри Украины, что не вы победили нас, русских, а вы победили кадыровцев, чеченцев. Понимаете? Вот с этим делается. Потому что внутри Украины есть очень сильное лобби вот этого учреждения КГБ СССР, которое категорически не хочет в истории остаться проигравшимся, потому что если они проиграли, они не смогут внутри Украины поднимать опять вот этот русский нарратив, а русский нарратив это обязательно имперский потом переходит плавно, сейчас об этом не так говорят. И сейчас вообще уже отказываются от имперских нарративов, от разных имперских вот этих вещей, потому что победить они не могут. Победить не могут, и теперь им нужно притвориться уже не имперцами, такими дворянами, неодворянами, а они сейчас притворяются большевиками, такими люмпенами пролетариата. И быстренько переобуваются. Ни в коем случае не отказываются от своей имперской сущности,
но переобуваются. Они сейчас от открытых имперцев, от тех, кто хотел восстановить империю, тут в Германии, во Франции, там, в Португалии, где только они могли там, хотели создать. Все здесь, везде все это умерло, вернее, заползло под корягу. И сейчас их задача собирать люмпенов разных, большевиков, и как будто они уже против империи. Но сущность остается и в царской России, и в коммунистической России, и так называемой демократической России, и нынешняя сегодня, которая прыгала от монархии, там, дворянства к сейчас уже к новой какой-то своей там Российской Республике. Суть России остается неизменной. Суть России это империя, империализм. И всем этим управляет, манипулирует, заведует террористическая банда ФСБ. ФСБ. И важно, чтобы когда будет победа, очень важно, чтобы украинцы не чувствовали себя морально победителями над Россией. Понимаете? Об этом говорит Подоляк. Подоляк рассказывает, что это война Путина, а русские хотят проиграть. Сидит сегодня, смотрел только его видео. Ну, абсолютный лжец, абсолютный, просто как вода льется ложь из его рта. Как вода. Абсолютная манипуляция. Причем он представляет русских какими-то отсталыми там и так далее. Я так не считаю. Русские очень развиты. Они просто боятся свою власть. Они ее боготворят и боятся. От нее они готовы получить смерть и пойти на смерть по ее приказу. Но они ее боятся и очень часто ненавидят. И вот что, то, что какие-то там русские, да, есть, конечно, бичи, алкаши, там огромное количество дебилов, конечно, в каждой стране, в каждом народе они есть. Но в большей части не так, как представляет, пытается представить, причем он может быть так и не считает Подоляк, но ему нужно показать, что он как бы против России, против русских и так далее. Но одновременно он за, получается, империю. Точнее, я думаю, за террористическую банду ФСБ, либо свое родное учреждение СБУ. Эти вещи нам нужно знать, чеченцы. В этом мире нету никого, кто кроме нас самих нам не поможет. Да, есть люди, которые за нас переживают, которые готовы нам помогать. Но спасение утопающих, как говорится, дело рук самих утопающих. Давайте об этом и много-многом поговорим, друзья. Давайте почитаю ваши комментарии. Давайте тут тиктоки, тут Александр разошелся. Ты долго жить не будешь, говорит. Ну а ты что, Бог, что ли? Ты знаешь, сколько я проживу? Сделал твое фото, мы тебя найдем. Блин. Первый раз вышел стрим, и сразу он меня сфоткал. Черт, как я влип. Что же теперь делать, дядь? Почему был он и сейчас наполовину филиал ФСБ? Я думаю, да. Большинство статей в США про кадыровцев написано либо русскоязычными, либо статьи написаны при помощи русскоязычной. Я всегда смотрю на имена автора, тех, кто им помогал их писать. Да, абсолютно так. Все делается России. России очень важно. Вообще у России, чтобы не казалось каким-то странным, необычным, что вот сейчас Россия пытаются взвалить на чеченцев, ну, значит, есть основания, значит, все-таки, может, это правда, что там Путин, хотел войну против украинцев. Он сам не русский, этот Путин, он какой-то, я вчера смотрел какого-то деятеля, позавчера, по-моему, какого-то деятеля, который рассказывал, что он чуть, что ли, Путин, что внешне похож. Причем тот, кто говорит, что Путин похож на чуть. Есть такая народность, была такая, которая объединена в русский народ, и сейчас уже растворилась в этом русском народе.
Сам человек, который говорит, что Путин внешне похож на Чудь, сам похож на Путина. И получается, он тоже получается из этих чудей. И такая, короче, получается ситуация. Есть какой-то чудик, я к национальности абсолютно чуди ничего не имею против, я просто пошутил так. Есть вот этот чудь, которому помогают чечены, которые гонят бедных русских, которые любви души не чаят в украинском народе. Они бы никогда им зла не приносили, никогда на протяжении столетий они не приносили украинцам зла, никаких голодоморов они им не устраивали, никогда хохлами там, и так далее, нациками, фашиками и так далее не называли. И бедный Путин, запугав вот этот проукраинский русский народ, погнал его за 50 тысяч, за 100, за 200 тысяч рублей там воевать, а сзади стоят вот эти заградотряды. И новый термин появляется, который Илларионов, Невзоров, Золкины, Молкины, Z-патриоты и все остальные начинают рассказывать нам историю о том, что в заградотрядах стоят чеченцы, и они гонят на убой русских мальчиков, которые абсолютно не при делах и так далее. Но одновременно с этим мы видим видео с пленными, где чеченец, 22-летний чеченец, рассказывает о том, что они находились на посту, когда в Курскую область заходила освобождать украинская армия. Они стояли на границе и сказали 25 или 25 людям, сослуживцам своим, в том числе офицерам, отступить, а эти трое остались их прикрывать. Это такой заградотряд. Потом мы знаем, что заградотряды никак во Вторую мировую войну используются, хотя расстрелы там есть и все это присутствует, но никак во Вторую мировую войну, когда сзади стоят НКВДшники с пулеметами и расстреливают всех, кто отступает после неудачного штурма. Совсем не так делается, отмечаются квадраты. Так тоже иногда бывает, но не так, как нам это показывали там, раньше в каких-нибудь фильмах там, и так далее. Делается следующим образом. Определяется квадрат, где должен начаться штурм от их своих людей. Эти люди идут на штурм. И после этого этот квадрат, в который им нельзя отступить, откуда они уже ушли, он в случае, если те начинают отступать, накрывается минами, минометами. Минометов у кадыровцев нет и так далее. Расстрелами занимаются русские офицеры, русские солдаты, заградотряды на первых линиях. Причем Андрей Илларионов, который говорит о том, что тоже вот этот термин они везде начинают использовать. Запомните, это враги чеченского народа. Они нагло лгут для того, чтобы сейчас обвинить нас в этом, во всем. Сам Андрей Илларионов, рассказывая, что заградотряды, говорит, конечно, они не воюют, они на второй, на третьей, на пятой линии, говорит. А что на пятой линии могут делать заградотряды? Какие там заградотряды? Это российская Росгвардия, это российская полиция. У них нету танков, у них нет БТР, у них нет минометов, чтобы расстреливать отступающих. Они занимаются там где-то диверсантов, предателей, на территории сейчас Курской области ищут. Если они заходят в Украину, они там налаживают контакты, там, запугивают местное население, чтобы там получать от них информацию, или чтобы они там не делали ничего против российской армии и так далее, и так далее. Вот их функция. Да, они в определенной степени, я согласен с тем, я тут не собираюсь никого, и тем более этих мерзавцев и отщепенцев, которые убивают чеченцев, прикрывать. Дело не в них абсолютно, хотя пытаются переключить меня, что я заступаюсь за них. Ни в коем случае. Но дело в том, что начав уничтожать вот этих деятелей, потом плавно все переходит на весь чеченский народ. И все это нужно русскому империализму. Это все нужно КГБ СССР. Вот я вижу это так. Только так я это вижу. Я очень надеюсь, что из этого ничего не получится. Но то, что планы такие есть. И
они будут дальше реализовываться, ну, в этом я практически не сомневаюсь. Насколько это получится, я не знаю. А чеченцев я хочу призвать. Не идите ни в армию с первых дней войны против Украины, я вас призываю к этому. Не идите в эту войну, лучше в тюрьму попасть, лучше быть расстрелянным в конце концов. Либо, если вы попадете туда, чтобы не быть расстрелянным, то переходите на сторону Украины. Об этом я тоже уже давно говорю, призываю. И я думаю, меня слышат, и многие понимают, о чем я говорю. Понимаете, о чем говорю. Ни один чеченец, который не убивал свой народ, у чеченского народа, у чеченского государства будет функция амнистии и так далее, и вы можете избежать тяжких последствий для себя. Ну, те, кто воевал против Украины, конечно же, вы будете преследуемы, вы будете находить вас будут и так далее, и так далее. Ну и мы, конечно, тоже будем преследовать и находить всех, кто воевал против чеченского народа, убивал чеченский народ и так далее. И, конечно же, тех, кто воевал против Украины, мы тоже будем преследовать и передавать Украине всех преступников, которые совершали преступления против Украины. Как-то так, мы все это должны знать и быть готовы, друзья. Большая война только-только разгорается. Еще нам предстоит много-много потрясений увидеть. Так, мне рассказал сотрудник 6-го отдела по оргпреступности, что он был несколько раз в Чечении во время русско-чеченской войны в качестве практиканта. Украина негласно отправляла сотрудников разных силовых структур для помощи и обучения их военному делу в рядах российской армии. Да, Шамсад, это правда, украинские летчики бомбили, не просто вот этот мент проходил там практику, украинские летчики бомбили чеченские города, как сейчас русские бомбят украинские города. Есть видео, где два военных стоят, и один из них Украины, другой русский. И вот этот украинец, я украинец, он говорит, я с Украины, я военнослужащий, там, 3-10, и он говорит, если с одного села чеченского, они на чеченской земле стоят, и говорит, если с одного села будет выстрел, всю деревню сравнять, всю село уничтожить. Это украинец говорит. Я даже от кадыровцев такого не слышал. Никогда. Понимаете? При всем при том, какие бы предатели своего народа они не были бы, предателями, убийцами чеченского народа они не были бы, при всем при этом они намного благороднее себя ведут по сравнению с тем, как себя ведет российская армия. Украинская пропаганда в лице экзотических журналистов, пропагандистов точнее, украинских, рассказывают о том, и, кстати говоря, нужно не забыть, чеченцы, обязательно запомните имя Христа Грозева. Это человек, который якобы очень сильно борется с Россией, там рассказывает какие-то сказки нам, что он борется с Россией. При этом этот человек рассказывал, что в Буче были чеченцы. Хотя там не было, кроме 2 военнослужащих из Чечни, никого. Понимаете, в Буче геноцид над украинцами совершали именно русские. Это был акт устрашения. Это не в первый раз это делает русское государство. Это государственная политика. Это политика России запугивать таким образом людей. Бить по роддомам, мы это все видели, тяжелыми бомбами там, и так далее, и так далее. Убивать женщин, детей. Это абсолютно 100% русская имперская государственная политика. Это 100%. И нам рассказывают разные христогрозевые, разные экзотические пропагандисты, рассказывают о том, что в Буче были чеченцы, что они вырезали эту резню. Даже Папа Римский, представьте себе, сказал, что это не могли сделать русские. На каком уровне эта пропаганда? Понимаете? После этого Папу Римского как ублюдочным преступником я назвать не могу. Извините за резкость. Но больше по-другому вот этого папу назвать у меня не получается. И вот эта ситуация, она накручивается, развивается. Мы об этом, вы знаете, друзья, все, кто смотрит наш канал.
Вы знаете, что мы давно об этом говорим. Первые признаки, симптомы появились уже давно. Этому они уже давно шли. Мы сразу же определили, что они собираются это делать. Мы знали, что войну в Украине они проиграют. И в этом никаких сомнений у нас нет. Но вот навязывается нам такая ситуация. И я хочу сказать всем чеченцам, которые там воюют, с оружием в руках, гибнут, получают ранения, находятся в тяжелом положении и так далее. Вы согласны на то, чтобы те, с кем вы сейчас находитесь в одних окопах, чтобы их руководство, их страна развязала геноцид против вашего народа, который находится в заложниках, в отличие от крымчан, от луганчан, донбасчан, там всех остальных, которые сами шли за русский мир, за Россию воевать против своих вчерашних сограждан украинцев. В отличие от них, чеченцев гонят на эту войну. Чеченцев заложников, все родственники находятся в заложниках, как мне правильно тут подсказали. Понимаете? Так же нельзя. Надо же понимать ситуацию, да. В правильном русле, да. Все урусы топили, дров, кочегари, все урусы топили дрова, кочегарили, радовались Крыму, отняли детей, бабуль убивали, бомбили, своих детей, мужей отправляли убивать, аплодировали своим детям, уже отправлять убивать украинцев. Да, Расул, абсолютно так. Абсолютно так. Просто все, наверное, забыли. Наверное, у всех должна быть теперь плохая память. Мы должны резко забыть и сказать, не может быть, ни в коем случае русские не хотели этой войны. А я вам скажу, как человек, который находился когда в Москве, в России, когда оккупировали Крым, я вам скажу, что я не видел ни одного. Я видел чеченцев, которые были против этого, но я не видел ни одного. Были русские, которым было по барабану, а так в основном все сходили с ума. Понимаете? Коллеги мои на улице, где-то на работе, там знакомые, все сходили с ума по этому поводу. Крым наш, Крым наш, Крым наш. Я им говорил, вы никогда про этот Крым не говорили, что с вами случилось. Это внутри вас сидело, значит, раз вы сейчас по телевизору вам сказали, вы начали. Нет, это наша земля, исконная ваша, исконная наша, там 3-е, 10-е и так далее. Так, давайте дальше почитаю ваши комментарии. Асан, почему я затронул эту тему про Золкина? Того, чтобы старшие семейства Нохчи сдерживали молодежь и не шли воевать не за Украину, ни за кого. Просто надо сохраниться. Я думаю, наши спецслужбы работают. Эд, спасибо тебе. На самом деле, Эд, ты делаешь большую работу. Большую, очень важную работу. Взгляд со стороны, взгляд от американца, он очень важен. И твое мнение, и особенно то, что ты пишешь эти комментарии разным этим Золкиным, Молкиным, то, что должны делать по факту чеченцы, которые находятся в Украине в том числе. Но все поймали тишину, все почему-то какая-то такая мертвая тишина. Ну просто я не знаю, как на это реагировать. Поэтому спасибо, что говоришь. И еще раз напоминаю, это очень важно, это очень серьезно, чеченцы. Очень серьезно, не принимать участие. Я все время вам говорил, кто хочет воевать, идите воюйте за Украину. И сейчас, в отличие от Эда, я не буду говорить, не идите в Украину. Кто хочет, у кого есть потребность сражаться против империи, полный вперед. Другого выбора нет. Но за Россию... Всех, кто идет воевать за Россию, вы идете воевать за новый геноцид. Вы идете воевать за зло, которое нам приносили русские. За те убийства и те военные преступления, массовые убийства, которые совершала Россия против нас. Вы им это забываете и идете воевать за них. Ну, что же сказать. Вы такие же, как они. Вы такие же, как они. Это все, что я могу сказать.
Думаю, моя главная задача нашего государства — это предать систему КГБ СССР суду и вывести всю агентуру по всему миру. Аслан, ты сам видишь, агентура даже в Германии немало. О чем говорит про Украину? КГБ была создана. А, да, совершенно верно. Да, в КГБ Украине очень мощная. И если в Украине победить КГБ, то и в России можно будет это сделать. Потому что они не так страшен черт, как его малюют. На самом деле они не такие всесильные. На самом деле в России военные намного сильнее ФСБ. Намного. И ФСБ боится их как огня. Но они их аккуратненько в своих целях используют. А когда нужно, пускают в расход. Причем ФСБ не заботится о России, о русском народе и так далее. Как это на самом деле можно посчитать обманутые или имперские уже инфицированные российские военные, русские военные. А ФСБ в отличие от военных не думает. Они думают только о себе. И военные будут первые, кого будут сливать. И мы сейчас слышим уже не столько про кадыровцев, сколько про ахматовцев. Понимаете? Это мы говорили все время, но их пропаганда говорила. Кадыровцы, мудыровцы, третье, десятое. А кадыровцы — это такой клан, который русские нам установили. Это небольшой клан, который работает на ФСБ. А там есть и другие кланы, в том числе у ФСБ есть свои еще там люди и кланы, которые создаются вокруг своей вот этой агентуры. Также и у военных есть. У военных намного больше сил, намного больше возможностей. Как в России, так и во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, так как среди коллаборантов есть много чеченцев военных. Много военных. И их будут защищать. Именно военные представляют угрозу для ФСБ. Они голову уничтожат, а вот это средний класс или вот это пехоту, они скажут, ну ладно, кого посадят, кого репрессируют, а в основном голову всех вот этих генералов, военных зачистят. И самое главное, что военные боятся, они не боятся умереть, они боятся своего ФСБ, свою власть. Вот парадокс просто. Абсолютная несправедливость к ним, к их стране, к их народу. Они все равно идут убивать и умирать по приказу ФСБ, но не готовы восстать против своей власти. Вот такие вот странные эти русские вояки. Так, и я очень надеюсь, что система КГБ не будет сохранена. А вы заметили, кстати говоря, что уже все начали говорить про КГБ. Мы уже 3 года говорим, да уже 5 лет, как ведем канал, говорим про КГБ, КГБ, СССР и так далее. И, о чудо, Украине, украинские змеи, пригретые на украинской груди, такие как Киселев, другие, вся гибня КГБшная собралась, сидит, он там рассказывает что-то. И говорит, ой, какая ужасная эта организация КГБ, эти мерзавцы из КГБ. Ну, что-то в этом роде, говорит Киселев. А одновременно с этим приглашает там вот этих Савастьяновых, там Жирновых, Мырновых, там третье, десятое. Ну и сам, конечно же, Киселев является коллегой вот этого учреждения, и уже начали говорить про КГБ. А для чего, как вы думаете, они это делают и говорят? Они это говорят для того, чтобы перехватить инициативу. Не можешь победить — возглавь. Если они понимают, что КГБ будет люстрировано, привлечено к ответственности за все злодеяния, будет придано суду КГБ СССР, то в этом случае они возглавят борьбу против КГБ и сделают то, что сделал в 1991 году Ельцин, когда он сказал, все, расходимся, на Лубянку не идем, на Лубянской площади стоят, на вот это здание не идем. Вот что тогда удалось спасти КГБ. Тогда КГБ заползло под корягу, годик-два они притворялись никем и ничем, а одновременно с этим устроили массовую резню по всей России. Говорят, лихие 90-е, лихие 90-е. Лихие 90-е были связаны с тем, что именно КГБ СССР поддерживала, организовывала. Посмотрите, все группировки, которые тогда были и остались до сих пор, это же их
люди все были. Солнцевские, Измайловские, там 3-й, 10-й и так далее. Это все было КГБ. Это делалось для того, чтобы отвлечь внимание от разграбления советской собственности, чтобы можно было, бандюги наезжают, потом ФСБшник решает и так далее, и так далее. И сейчас готовится то же самое, но вот это битое русское воинство на территории Украины, которое либо сдастся в плен, либо начнет дезертировать и возвращаться к себе на Россию, их или будут массово выводить их, это произойдет в ближайшее время, на мой взгляд, может произойти в ближайшее время. Они будут их выводить куда? В Чечню. А сколько дагестанцев воюет? Вот дагестанцев приведут, скажут, вот чечены враги. А вот уже начинается агент России, представитель, работающий на Россию Руслан Кутаев и другой Деньга Халитов, и там еще другие там, начинают уже Дагестано-чеченский конфликт. Причем при этом сам Руслан Кутаев не является чеченцем. Он сам прямо об этом говорит, пишет. Это потомок дагестанцев, который здесь оказался. И вот он теперь заступается и якобы враждует с Деньгой Халитовым. С очень говорящим именем деятеля. И вот это только начало. Это все будет дальше. Убили 2 кадыровцев. Это как будто убили русичи. Есть такая банда неонацистов, фашистов, русичи называется. И они убили 2, забили связанными руками, все как положено, как по-садистски, по-фашистски, по-ФСБшному. Связанные руки, кувалдой их забили, там окровавленные 2, наверное, видели это видео, я не могу его выкладывать. И потом их кладут наскоро вырытую небольшую яму, наспех вырытую, и засыпают их землей. И это провокация. Конечно же, как только кадыровцы узнают, кто убил этих людей, они их обязательно найдут, ну, если они находятся на территории России. Но также это может быть исходить от учреждения СБУ, имеющие признаки террористического, для провокации, для дальнейшей провокации. Понимаете? Вот такая вот ситуация тут назревает, очень сложная ситуация, и я очень надеюсь, что мы выйдем сильнее, с малой кровью из этой передряги. Я на это очень надеюсь. Витаю, слава Украине, все будет Ичкерия. Домитию, героям слава, витаю тебя, дорогой. А также будем требовать Украины выдачи украинцев, которые воевали на стороне России, убивали чеченцев. Абсолютно точно. Ни один мерзавец и преступник, который совершал военные преступления, совершал убийство на территории нашего государства, и если он нами будет установлен, не уйдет от возмездия. 90 лет ему будет, украинец он будет, американец он будет, папуас он будет. Мы будем находить людей, которые убивали чеченцев непосредственно, и привлекать их к уголовной ответственности. Не имеет значения, где бы он ни находился. Генерал диванных войск. Ну вот видишь, ты вот повторяешь ту фашистскую пропаганду и нагло лжешь. Генерал диванных войск. Ты говоришь, что герой, Шамсад, ты герой не от украинцев что-то требует, а от россиян. Украина не воевала против Чечни, а Чечня уже 2 года воюет против Украины. Вот видите, это тоже наглый вброс, это наглая ложь, которую этот человек утверждает. Чечня не воюет против Украины. Чечня за Украину. С первых дней у нас мало генералов осталось. Раненый, вывезенный в Данию генерал Иса Мунаев первым отозвался. Ахмед Закаев говорил ему не ехать туда. Украина. Давайте по чесноку разговаривать. Вы тут нам сказки начинаете рассказывать, свои СБУшные и КГБшные. Иса Мунаев приехал. Сколько ему чести и почести вы оказали? 0, практически 0. Среди военных, я не говорю, военные это другие люди. А вообще в политике там 3-10. Затем его отговаривал туда ехать Ахмед Закаев.
Затем вы, когда началось широкомасштабное вторжение в Украину, а до начала широкомасштабной войны в Украине, я поддерживал Ахмеда Закаева, и его человек вербовал меня на работу на ГРУ, на российскую разведку. Я об этом публично заявил. Вы его пригласили туда и дальше до сих пор на всех каналах его транслируете. Это предательство с вашей стороны. Вы не можете этого не видеть, вы не можете этого не знать. Вам нужно было, чтобы... Какая была задача? Пускай он будет прорусский, пускай он будет пророссийский, зато он будет создавать видимость, как сидел Фейкин и Арестович, и создавали видимость какой-то там деятельности и так далее, и так далее. На самом деле не поднимали украинцев, наоборот говорили, сейчас все закончится, сейчас все будет хорошо. Вначале это как бы казалось, что это делается там для того, чтобы не было паники, а паники и так никакой не было. Там, может быть, у кого-то была, но в основном ее не было. А теперь вы нам рассказываете, что Чечня воюет против вас. Ну какая наглость просто. Просто невероятная наглость. Чеченцы оккупированы. Против вас Крым воюет. Против вас крымчане воюют. Против вас луганчане воюют. Против вас донбанчане воюют. С Донбасса воюют. А чеченцы в заложниках, понимаете? Нас убили 30%. Всех пассионариев. Остальные разъехались, сидят в тюрьмах и так далее. Вы не можете игнорировать этот факт. И мы все время вас поддерживали, все время вам рассказывали, что такое Россия, что такое против вас идет и так далее. Везде и всюду вас поддерживали. И вот такая черная просто неблагодарность. Чеченцы воюют против нас. Нет, чеченцы не воевали против вас. Чеченцы находятся в заложниках. И кого к вам посылают, его родственники остаются в заложниках. Они в худшем в 10 раз положении, чем русские, которые идут против вас. Понимаете? А если вы так будете говорить, то можно сказать, у вас гражданская война была. Можно же так сказать, правильно? Не будьте такими свиньями, я вам скажу, уважаемый генерал диванных войск. Вы забанены, уважаемый генерал диванных войск. Чеченцы воевали. Это ваши нарративы, которые вы сейчас закладываете, они завтра выльются в геноцид чеченского народа, который пережил геноцид уже. При помощи таких вот генералов диванных войск. Арсен, я думаю, Ахмат система это проект КГБ, разделяя власть внутри Ичкерии и пугать и прививать фашистской Российской Федерации сейчас Украину. Я думаю, рядовые будут амнистированы, а верхушка будет судима. Да, я полностью разделяю эту позицию, эту точку зрения. Это так и должно быть. Абсолютно точно так. Все руководство гауляйтеров, установленное во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, которое принимает участие в геноциде против чеченского народа и украинского народа, должны получить заслуженное наказание. Домитеев, я не знаю, те пилоты, которые бомбили Чечню в Украине или нет. Я на самом деле не знаю. Но где им еще быть, если не граждане Украины? Может быть, тот на пенсии уже. Может, кто-то сейчас на F-16 летает. Не знаю. У меня нет, Домитеев, фамилий конкретно нет, но эта информация достоверная. Эта информация достоверная. Да, Леонид, совершенно верно. Так, давайте в ТикТоке почитаем.
Так, ничего полезного. Вопрос, не считаете ли вы Кадырова предателем чеченского народа? Что за разговор, Мила? Конечно, это предатели, его отец предатель, это предатели века. Таких предателей в чеченском народе, у всех народов они были, у нас до сих пор таких не было. За всю историю чеченского народа такого вероломства и такой подлости, который сделал его отец, а это так, пустая марионетка, которая дальше, как и отец, использовались. Отец был хитрый, мудрый, ну, в хитрости мудрый и подлый. До безобразия подлый. Конечно же, это предатели. А как по-другому еще называть их? Разве есть другая классификация, когда ты объявляешь России войну, джихад, священную войну, посылаешь всех на фронт, там, 3-10, а потом переходишь на сторону России и говоришь, да, я человек, я за Россию, я буду с Путиным, там, 3-10. Как это еще обозначить? Сейчас, одну секунду, друзья, у меня тут небольшая заминочка. Сейчас опять сядет батарейка. Такс. В конце мая мы в Часовом Яре зашли на участок, куда никто не хотел идти, чтобы это были самоубийственные позиции. На линии соприкосновения образовалась брешь 600 метров со стороны Украины, ее никто не держал. Это про чеченцев в Украине на радио «Свобода». За эту операцию начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов наградил 4 бойцов. Приехал батальон, об этом нигде не писали. А вот почему мне постоянно говорят, наградил Буданов. А кто такой Буданов? Буданов враг Чеченской Республики Ичкерия. Буданов провокатор самый настоящий. Я это утверждаю. И Буданов это тот, кто и является связным Ахмеда Закаева и вот этих действий. Да? Ясно дело. Буданов награждать может, Закаев награждает. Кто такой Закаев? Награждать чеченскими орденами каких-то там деятелей и так далее. Зеленскому какие-то передает. Но это же абсолютно предательство Украины, Чеченской Республики Ичкерия, чеченского народа. А потом говорить о том, что разве чеченяне воюют, так вы же с теми, кто против вас воюет, вы их к себе приграли. Ахмед Закаев, вся его история жизни показывает, что он служит России. На свой карман и России, соответственно. Все, что он делает, то, что меня пытался вербовать его человек из его окружения. Его окружение здесь, в Европе, возьмите. Возьмите вот любого, кто с ним давно уже вместе связан. Они все связаны с Россией. Посмотрите, его совет старейшин здесь, в Германии, который есть. Та информация, которую я могу говорить и которую я знаю. Чужие секреты я пока говорить не могу. Пока мне не дадут разрешения говорить. Его сын, например, в Русском доме, который сейчас немцы везде там его опечатывают, там ищут и так далее. Представитель премьер-министра, так называемого, да, играющего роль в театре премьер-министра Ахмеда Закаева, его представитель, тоже из его труппы театральной, человек, его сын открывает офис, бесплатно ему там русские предоставляют, в Русском доме. И так во всем везде. Понимаете? И вы нам говорите, что там Чечня напала. Так вы сами привели, вот те, кто вот за Россию, вы привели к себе, они с вами там, внутри, в Украине. Понимаете? Вот что происходит. Меня не удивляет даже уже то, что делает Украина. Меня удивляют чеченцы, которые находятся там и молчат все это время. Молчат. Меня вот они больше всего удивляют даже уже. Я не понимаю, почему вы молчите, почему вы не пишете, как Эд Мамедов, комментарии везде, почему вы не разоблачаете Закаева, вокруг него то, что есть.
Да, есть молодежь, которая верит, вот это, есть украинцы, Буданов, там, третье. Вы же легализуете врагов чеченцев, понимаете? Вы, украинцы, Буданов, там, ваш этот Подоляк, Золкин, Молкин, вы легализуете врагов Украины у себя в Украине. Сколько вам это еще говорить? Сколько до вас это доносить? Сколько вам это объяснять нужно? Объясните мне. Я не могу понять просто, почему вы это делаете? Почему вы не видите то, что мы говорим? Почему вы не слышите нас, то, что мы говорим? Невероятно просто, невероятно. Так вы воюете, говорит, против нас. Так это не мы воюем, ваше СБУ против вас воюет, дорогие мои. Ваш Буданов работает не на ГУР, не на Украину, а на СБУ работает. Если он вот этого Закаева приводит к себе, там, награждает, там, третье, десятое, медали дает, а потом это будут герои, понимаете? Именно так становились героями у нас в Чеченской Республике Ичкерия. Понимаете? Именно так становились героями. Братья Ямадаевы, Ахмед Закаев также стал. Я не знаю, за какую заслугу Ахмед Закаев там стал героем. Но они вот так становились героями, как вот там кто-то там границу перешел, где-то там что-то. Едет одна машина, расстреляли эту машину. Все, зато дали медаль. И все, перед Украиной он герой. Он приезжает в Украину, у него медаль, бумажечка, смотрите, у меня есть это. Вы, украинцы, сами себе роете яму. Понимаете этим? И вы не слышите то, что мы вам говорим. Вы думаете, а нет, там, это там, для чего я это делаю, я не могу тогда понять, если, какой мне толк от этого, понимаете? Открыто, прямо, не секрет, не прячусь, я прямо это говорю, везде об этом трублю. Невероятно просто, невероятно. Да, в войне вы выиграете, Украина, потому что у вас настоящие воины. Ну, в бою вы выиграете. Но в итоге вы проигрываете, украинцы. Я вас поздравляю в кавычках с этим фактом. Да? И нас то же самое коснулось. Понимаете? А вояки, которые вернулись с войны, они не знали, кто здесь, где свой, кто чужой. Потому что чужой так красиво и так ласково говорил, а свой, он был взведен, он был на нервах, он не мог доказать свою правоту, потому что ложь вовсюду его там гасила. И он был неубедительным. И все переходили к этим, вот этим. И вот к чему мы пришли. С этим нас тоже можете поздравить, тоже в кавычках. Добрый вечер, Леонид, добрый вечер. Так. Сейчас все очень с этим строго. Там люди, которые служат, проходят очень серьезные проверки на полиграф. Так обязательно. Все меняется, конечно, не так быстро, но меняется. Но я надеюсь, проводится полиграф. Но я знаю, что полиграф, да, его эксперт может выявить человека, когда он лжет. А где гарантия, что тот, кто проводит полиграф, он чист? Кто проводит полиграф? Англичане или американцы проводят полиграф? Я не верю никому, кто проводит полиграф, если вот эти деятели у вас там появляются и находятся. Это невероятно просто. А так, конечно, полиграф это очень нужная вещь, обязательная вещь. Но нужно, чтобы не было каких-то подтасовок, обмана и так далее. А мы знаем, как это делается. Подтасовать. Я сам видел в начале войны сюжет, как один боец из ВСУ гордо говорил, как он воевал в Чечне в полку Буданова. И таких много. Их всех все равно надо будет судить. Это одно из правил вступления в Евросоюз. Дал-мула. Совместная жизнь, прожитая многие десятилетия, последствия этого так быстро не выветрится из Украины. Да? Кто говорит, что Чечня напала, это провокаторы. Да, Дометию, спасибо, спасибо. На вас, на настоящих украинцах, у меня одна надежда. Потому что нас вот в чеченском обществе я вижу, в каком состоянии мы все оказались. И я вижу, в каком вы сейчас оказываетесь. А сейчас просто вы побеждаете. У вас оружие, у вас там сзади американцы, англичане, если что, там где-то могут прикрыть. Но когда война закончится,
если не будет люстрации, не будут все КГБшники вычищены из власти, полностью, вообще из школ, из университетов, везде, где они там есть, если вы их не вычистите, вы опять вернетесь в совок. 3, 5, 10 лет пройдет, опять у вас снова это будет. Они будут снова расставлять своих людей на места. Никогда КГБ не отстанет от украинцев. Никогда. Вот как вы им важны. Сергей Иванов. У нас антисемитизм запрещен. Совместная жизнь нанесла огромный продолжающийся вред. Да, большой вред. Пацан, как ты думаешь, почему Закаев не приводит прямые стримы? Я бы много вопросов ему задал. Ну, я не знаю, почему они проводят, так-то они умеют выкручиваться, даже если задавать вопросы, или игнорировать, как украинские пропагандисты это делают. Они это умеют. Но вот почему на полиграф он не идет, вот вопрос. Я же предложил ему давно. Ну, видимо, есть что скрывать, да. Полиграф независимый должны вести люди с независимых государств, лицензировано. Абсолютно это. Абсолютно. А то, что там это делает там люди Буданова, я, например, вообще Буданову не верю. Вообще. Абсолютно. Вот я потерял к нему полностью доверие. Особенно вот по свете последних разных событий. Чего он сидит там, нам сказки рассказывает, что Россию развалим, Россию это сделаем. Ну, это первое, как будто он предупреждает Россию, мы вас развалить хотим, мы вас будем разваливать. Зачем говорить начальнику ГУР, что он будет Россию разваливать? Хотя мне это понравилось, я это везде тиражировал, но это делается по-другому, если ты реально хочешь развалить Россию. А если ты хочешь предупредить их, да, надо об этом трубить, рассказывать. И вообще то, что происходит, то, что они с Закаевым там вот это все мутят, это тоже очень интересно. У Закаева нет фундамента. Да, Шамсат, у Закаева ничего нет. Абсолютно ничего нет. Абсолютно. Закаев нанес большой вред чеченскому народу. Большущий вред. Не игнорируйте мой вопрос, как пропагандисты. Почему вы Христогрозиева называете украинцев? Ну вот, Лиля, вы бы так и объяснили бы, почему. Потому что вы говорите Христогрозиев, я просто не увидел у вас другой комментарий. Я увидел, что Христогрозиев болгарин там, и так далее, и так далее. Я его не говорю, что он украинец. Ни в коем случае. Я говорю, как украинские экзотические пропагандисты, Золкин, я, может, оборвался и имел в виду другое. И что он позиционирует себя Западом, этот Христогрозиев, позиционирует себя Западом, он такой проамериканский, он рассказывал, что там радио «Катюша», которую я его упрекал, это американская радиостанция такой, типа, все замолчите, такая, у меня есть грамота, что это от американцев и так далее, и так далее. Но в итоге он играет на руку ФСБ. Он говорит, что в Буче резню устроили чеченцы. Папа Римский говорит, Христогрозиев говорит, экзотический украинский пропагандист Золкин это говорит. Вот я делаю выводы. Сейчас про заградотряды рассказывает нам гражданин Украины Невзоров, Илларионов, самый-самый демократичный из всех, демократично. И так далее, и так далее. Но это наглая ложь. И мы знаем, к чему это идет. Я, как чеченец, проживший в России, я знаю, что такое чеченский след, чеченский террорист, эти нарративы, эти клише, которые к нам приклеивают. Это очень-очень, я вам скажу, неприятные ощущения. Да? Золкину звонили чеченцы, есть видео у него на канале. Золкину, не знаю, кто там звонил, Золкин быстренько прошвырнулся по всем
так называемым там тут деятелям разным. И из-за того, что я его разоблачил, я его поставил на место, он начал теперь заручаться поддержкой других чеченцев. И, к большому сожалению, как маленькие котята, некоторые повелись, там радовались, там, ой, нас Золкин пригласил, и так далее, и так далее. И были вообще анонимы, которых вообще не видно, голос изменен, и Золкин с ними разговаривает. Что это за чечены такие? Таких чеченов я не знаю, которые голос меняют, и Золкин с ними разговаривает. Да? А нужно это было сделать, что чеченцы его поддерживают, показать вот эту всю вот эту подноготную. Ничего подобного чеченцы не поддерживают, а разные те, которые там решили хайпануть там Золкин, там сам Золкин, там, у которого там много подписчиков, решил на них обратить внимание и говорит, на меня тут там наезжают, там разные всякие, да, и те сидят гривой машут, да, на тебя наезжают, да, мы все понимаем, ты такой парень классный. А все, кто вот тогда согласился вот с этим Золкиным провести интервью, и никто не сказал ему, ничто, что ты делаешь, где бучи были, чеченцы, где это было, то было, вот разложить ему, где заградотряды были, почему ты упрекаешь пленного чеченца, почему вы не восстанете, почему же Золкин не восстал в 2014 году, а восстал после того, как его СБУ из тюрьмы выпустило за убийство, когда он сидел. Почему Золкин не восставал? Почему другие не восставали, когда чеченский народ вырезали? Ну, мы же то же самое могли сказать Золкина. И никто ему этого не предъявляет. Все сидят, да, Золкин, да, ты такой молодой, спасибо тебе, товарищ Золкин. Коллеги все собрались друг друга, и они таким образом показали, что чеченцы же не против. Есть вот одна позиция у какого-то там маргинала Аслана, а есть другая позиция. У многих чеченцев спросили, они все за Золкина. Так вот, теперь вот этим всем чеченцам, которые с ним гривой махали, там довольны были, что удостоил их враг с ними заговорить. Что теперь они скажут, когда начнется геноцид новый? Вы не будете считать себя виновными в том, что вы, легитимизируя в чеченском обществе, он же не просто так пришел к вам. Ему важно было заручиться мнением чеченцев, когда один чеченец полностью его разложил на молекулы. А вы его начали его оправдывать. Хотя из этого ничего не получится, потому что истина есть истина. Но вы благодаря этому сделали теперь то, что да, Золкин прав получается. Ну, как в чьей-то голове. Что вот они услышат, ну, не все же такие, как Аслан там. Он Аслан радикал, его же не зря экстремистом русские обозвали. Его там иноагентом и так далее, и так далее. Молодцы, что же скажешь. И вот такие деятели среди чеченского общества, которые не знают, куда идти, что делать, при всем при этом имеют огромные амбиции, не имея никакого основания на эти амбиции, приводят нас к плачевной ситуации. Это большая беда, большая проблема в чеченском обществе. Да? Ваша риторика тоже имеет последствия. Конечно, имеет. Конечно, имеет. Так. А как вы восстали сейчас? Кадыровцы это не чеченцы? Я не понимаю, Лиля, о чем вы говорите? В смысле, мы восстали сейчас? Это Золкин говорит пленному, говорит, почему вы не восстаете? А у меня хочется послать на 3 буквы, на известные 3 буквы, послать вот таких деятелей, когда они сидят, почему не восстанете? Ты, мать твою, ты знаешь, в каком состоянии чеченский народ находится? Вот что мне хочется вам всем сказать. Вы знаете, в каком мы состоянии находимся? Почему не восстал? Мы восстали, только вы все отвернулись. Я про Запад не говорю, про арабский мир не говорю, я про советских наших вчерашних граждан говорю. Где вы все были, я вас спрашиваю?
Где вы все были, когда вы восстали? Вот Зеленский говорит, 30 тысяч убито уже украинцев погибло еще некоторое время назад. Так вот, если бы Зеленский не ездил бы по Кремлям, по КВНам и не развлекал бы тех, кто убивает чеченцев, а поддерживал бы чеченцев, то 30 тысяч украинцев было бы живы. Понимаете? Это правда, которая есть. Это правда, самая настоящая правда. Восстать. Вы предложите, зайдите в концлагерь какой-нибудь нацистский и зайдите в этот концлагерь. А что вы тут сидите? А что не восстаете? Что такое? А вам что, свобода не нужна? Вы должны драться, вы должны восставать. Это говорит Золкин, который у меня на канале есть видео, который стоит в толпе вот этих тетушек. И говорит, мы за русский мир топим, нам не нужен украинский язык, там, третье, десятое. Это тот самый Золкин. Это тот самый Золкин. Вот и все. Кто такой Золкин, известно. Известно, кто такой, да, многие знают, кто он такой, конечно же. Но вопрос, для чего это делается? Вот для чего? Для чего этого человека вот так раскручивают? Зачем вот показывают людей, которые находятся в плену Украины? Да, нужно показывать. Украина соблюдает международное право. Это очень важно. И я об этом постоянно твержу украинцам везде, где только могу, что нужно соблюдать. Это очень важно. Это авторитет Украины. Это самое главное, можно сказать. Ну нельзя же каждый день показывать, по телевизору давать, звонить матери, разговаривать там. Причем, ну просто... А предвзятый к русским нормально, он со мной разговаривает, говорит, ну русские там с Крыма, с Донецка, они там оболванены. А значит, кадыровцы, которые оказались после 30% убитых своих граждан, оказались полностью под давлением, под прессом, под полной тотальной пропагандой, они, значит, не оболванены. А свои русские из Донбасса, они ему ближе, они для него оболванены. Вот или все оболванены, или никто не оболванен. Давай так. А нет. Вот как-то так делаем. Валейк салам, гражданички, Маш Воль. Питер Воль, Маш. У нас нету света в очах, чтобы правильно понимать, о чем говорит Зеленский, Золкин и им подобные. Даже весь мир, он говорит. Да, Питер Воль. Вот как-то так. Мила, приветствую. 100%, говорит Мила. Брат, я тоже кавказец, но я верю, придет час, когда войнахи будут свободны. Иншаллах. Да алмула. И знаешь, Икрам, свобода, она не заключается в том, что наша страна оккупирована или освобождена. Свобода заключается в нашем мышлении. Как мы себя ощущаем. Ощущаем ли мы над собой власть, кроме как самих себя, своего народа, своих представителей, который голосовал и избрал наш народ? Или не представляем? Нам сказали, что весь мир приехал, наблюдал за выборами президента Аслана Масхадова, за выборами президента, когда избрали Аслана Масхадова. И мы все верили, что мы его избрали демократическим путем, это было честно, выборы были колоссальные, депутаты, президент, все было избрано, все были избраны и так далее, и так далее. И несмотря на это, убили нашего президента, убили 30% наших граждан, убили 5 наших президентов, и в том числе Масхадова, и Дудаева, и всех остальных. Убили 300 тысяч, 30% наших граждан. И нам сказали, вы должны быть частью России. Все, вы часть России. Все, никто не спрашивает. И
ты должен остаться вот здесь свободным и вот здесь свободным. Все, да, оккупировали, убили, ты можешь находиться в тюрьме, ты будешь свободным. Ты можешь находиться в тюрьме, ты будешь свободным. Если ты будешь свободен в душе и в сердце. Я не понял тебя. Это говорил Зеленский журналистам, что надо иметь свет в очах, чтобы понимать, чем он говорит. О чем он говорит. Обычно блестят глаза от употребления разных препаратов. Да? Может, про этот цвет он говорил. Ну, типа, должен быть обдолбленный, чтобы понять, что говорит он. Да? Так, Лилия пошла вслед за русским кораблем. Я знаю, что Россия будет повержена, и я очень надеюсь, что КГБ СССР будет привлечено к ответственности. Золкин, бывший мент, как и бывшие некоторые действующие сотрудники СБУ до 2014 года обслуживали не интересы Украины, а интересы руководства, которые задавали векторы и направления Украины. Да, совершенно верно, Дмитрий. Это большая проблема. Большая проблема, и Россия пришла к тому, к чему она пришла, именно из-за того, что не было иллюстрации в КГБ СССР. Это большая проблема. Так. Я бы хотел зачитать заявление Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия по поводу убийства чеченцев в Киеве. Оно в текстовом формате в документе имеется, я везде распространил. И хотел бы сейчас и зачитать это заявление. Очень важно это заявление. Я немножко придерживаюсь другой позиции, чем указано здесь в заявлении Президиума правительства, потому что я независимый блогер, независимый правозащитник, но власть в лице своего Президиума, власть чеченского народа в лице Президиума признаю, потому что только она у нас существует. Заявление Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия об убийстве чеченцев в Киеве. Мы, члены Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, выражаем глубокую озабоченность в связи с недавним заявлением президента Украины Зеленского об убийстве чеченцев в Киеве. Мы не считаем, что это заявление можно рассматривать как указание на преследование чеченцев по этническому признаку властями Украины. Верховная Рада Украины в своем постановлении от 18 октября 2022 года осудила вооруженную агрессию Российской Федерации против Чеченской Республики Ичкерия, оккупации ее территории и преступления геноцида чеченского народа, совершенной Российской Федерацией. Украинские и чеченские народы – братские народы. Мы всегда протягивали друг другу руку взаимопомощи в трудные времена. Это было во времена гнета царской России, голодомора украинцев в Советском Союзе и борьбы чеченского народа против военной агрессии и продолжающейся оккупации территории чеченского государства Российской Федерации, начиная с 1994 года. Сегодня сыны чеченского народа сражаются на фронтах Украины вместе с украинским народом против новой Российской империи. Легитимная власть чеченского государства в зарубежье, Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, выражая мнение большинства чеченцев со всего мира, надеется на справедливое разбирательство предполагаемого преступления в Украине после указанного заявления главы украинского государства.
Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, 29 августа 2024 года. Вот такой вот текст. И знаете, те украинцы, которые, настоящие украинцы, которые против русского империализма и так далее, о них могу сказать о том, что вот здесь указано в заявлении, что во время царского гнета России, украинцев и нас со стороны России, мы друг другу помогали. Во время голодомора украинцев в Советском Союзе мы украинцев приняли в огромном количестве. Много людей у нас сейчас есть, обчеченились, уже у них дети, внуки, это уже старые, некоторые уже умерли. Люди, которые абсолютно спокойно проживали, жили, и мы их любим и уважаем всех. Во время нашей борьбы, когда началась в 1994 году война против нас, тогда украинцы нам помогали. Да, были те, кто и не помогал, был против, но были те, кто помогал. И поэтому нам нужно разобраться вот в этой всей грязи, вот этой всей пропаганде и найти зерно истины и правды, которая у нас есть. Вот что нас ждет, что нам нужно. Понимаете? Вот что нам нужно. Вот такое вот обращение. Испанский стыд, а не власть Украины. Никогда не слушаю с банка никого. Стыд и позор. Власть Украине, антиукраинская враг. У нас общий Московия. Да, Светлана, абсолютно так. Абсолютно так. Совершенно верно. Я так полагаю, у нас в самое замедление идет интернета. И сегодня мало у нас сегодня. Так. Сколько украинцев воюют на стороне России, с Крыма, Донбасса, граждан? Прежде чем обвинять чеченцев, лучше с себя начал. Лучше бы он с себя начал. Ну, конечно же, это же специально делается. И это нельзя не понимать. Это же очевидно, открыто, просто, видно. Конечно же, но вот, знаете, мне кажется, на мой взгляд, это делается в первую очередь, конечно же, чтобы уйти от ответственности тем, что это не мы, это там чечены, там буряты, третий, десятый. И самое главное, внутри Украины власть русских империалистов, КГБшников, она самое главное. Да, их подвинули, особенно с этой войной, особенно это в 2014 году, когда Януковича, тогда им такое потрясение было большое, вот этим КГБшникам. Но они заползли под корягу, остались. А сейчас, когда вот эта война, все это дело, они тоже сейчас не особо там командуют всем парадом, как раньше это было. Но когда война закончится, и эти воины вернутся и станут обычными уже ветеранами, и уже когда их нельзя будет, по одному можно. У нас точно так же было. Все наши командиры убиты в аварии, случайно выстрелил там, нечаянно выстрелил. Можно, да, погибает человек случайно. Но когда эти события происходят со всеми командирами одновременно в одной цепочке, в одно время, за 2 года буквально, просто все, кого могли, убили. В аварию попал, случайно выстрелили, где-то там взорвался, где-то, посадили, перешел на сторону, потом дискредитация, там еще что-то, еще что-то.
И они самое главных убивали. И самое еще страшное, кроме убийства вот этих людей, которые на самом деле сейчас выявились, настоящие, они сейчас на войне, они сейчас не в мирной жизни в основном, кто раненые возвращаются, а так они все там, все мысли их там, все они там. А если мысли там, то толку от них на мирной жизни нет, потому что он на войне, он занимается сейчас это самое главное. Но самое сложное, самое трудное, это когда они стравливают людей. Они вчера в одном окопе сидят, два брата, они друг за друга умрут мгновенно, не задумываясь. Возвращаются оттуда, там тебя кто-то, он тебе это сказал, тому денег дали, этому не додали, этому там обманули, третий. Короче, все, начиная от окружения, они сперва выявляют лидеров, которые появляются на войне, а потом их всех уничтожают. Либо стравливают друг с другом. Все, они уже становятся, друг друга видеть они уже не могут. Ах, ты меня предал, ах, ты меня там подставил, ах, ты меня, я-то тебе верил. Это самое обидное, когда ты доверяешь другу, а потом что-то ты узнаешь. Причем даже выдуманно бывает. И кто-то может ляпнуть там, по телефону что-то там козел там на него, на своего друга, разозлившись. Может его спровоцируют. А потом вот из этого лучшие специалисты, воевать они не вояки, как мы знаем. Вообще ноль. Мы это уже видим. Неоднократно мы это видели. Потому что мясом заваливать только могут. Просто противника вводить в ступор, в шок из-за того, что они не жалеют своего мяса. Ну вот, проводить спецоперацию, натравливать, делать пакости, это за милую душу. Это они большие. Наверное, лучше них специалистов не найдешь. И это нужно знать, это нужно знать. И это страшно на самом деле. Это кажется, да нет, меня-то. Да, мы тоже думали. Мы тоже так думали. А оказалось совсем по-другому. По логике Золкина и другие Украина между собой, ну, получается так. Сколько украинцев воюют на стороне Украины, прежде чем лучше он себя начал. Ну, дело ведь не в одном Золкине. Золкин это только пешка. Это только вот айсберг, вершина айсберга, который мы видим над водой. Все. Золкин вообще никто был. Он сидел срок за убийство. Это обычный мент, который убил, жестокий, закон для него не писан. Представляете, человек, который должен защищать человека, защищать закон, он берет его, убивает. Его вытаскивают. Конечно, он благодарен тем, кто его вытащил. Теперь он уже, как вы видите, хорошо себя чувствует, хорошая студия ему, там все другое. А это очень большой бизнес, между прочим. Торговля пленными у русских это было поставлено на поток. И Золкин общается с ФСБ, потому что обменами пленными занимается ФСБ в России. Значит, с этой стороны этим занимается СБУ. Короче, коллеги объединяются, и большие там бабки. Гуляют огромнейшие просто деньги. Просто даже добыть информацию. Есть там человек такой-то. Говорит он там на эту тему, какой-то секрет выдает или нет. Как-то вот за это даже бабки платят. Не говоря уже обмены, там, вернуть там. А что стало нужным, помните, который сидел на зоне, пошел в Вагнере и потом перешел на сторону Украины. Что с ним стало? Как так получилось, что передали человека? А ведь это отбило охоту у многих переходить на сторону после этого, на сторону Украины, если Украина возвращает. А как было, вот сейчас нам Ахмед Закаев недавно рассказывает, смотрит 100% мои видео, и рассказывает там, вчера я его так не смотрю, но вот занесло меня, посмотрел, он там рассказывает, что чеченцы переходят на сторону Украины, там кадыровцы переходят на сторону Украины и так далее, и так далее. И обратите внимание, он не говорит Ичкерия слово, он говорит Чеченская республика, то есть часть России. Это его цель такая. И он рассказывает, что, говорит, переходят там, чеченцы сдаются, переходят, там молодцы, там третье, десятое. А давайте вспомним, что произошло. Был такой киргиз Мусиханов, по-моему, его фамилия, который сдался, имя его киргиз, чеченец по национальности. У нас у чеченцев дают такие имена. Осетин, киргиз, грузин, там разные-разные, немец, такие у нас, герман, такие имена дают.
И его обменяли обратно. Он добровольно. Есть видео, где он сидит в машине. Я, говорит, сам на вас вышел, я хочу сдаться. Он сдается. Человек, который перешел на сторону России, Хусейн Джамбетов и Ахмед Закаев встречаются с этим киргизом и передают этого киргиза России. Как вы думаете, после этого сколько чеченцев захотят сдаться в плен? А? Об этом только канал Реалити говорит. А остальные все молчат, что Ахмед Закаев там, даже в Украине, даже те, кто воюет в Украине, молчат. Почему-то между собой говорят, обсуждают, знают, кто он такой. А публично это не выносят. Так что подумают чеченские вот эти наемники или там ахматовцы, ЧВК Ахмат или там и так далее, которые захотели бы перейти. Они смотрят на киргиза Мусиханова, который добровольно перешел, есть видео, он сидит с украинцами в машине, завязанными глазами или руками, курит сигарету и рассказывает, что он добровольно перешел. Все, я чеченец, я перешел на вашу сторону, 3-10. Потом туда заходит Ахмед Закаев и перешедший, и майор Закаевский, майор, перешедший на сторону России, Хусейн Джамбетов, говорит, да, все, мы тебя передаем. И все, человек не хотел возвращаться в Россию, его передают обратно в Россию. Он добровольно, он сам говорит, я сдался добровольно. Его отправили обратно. Вот один минус, который вам сделал, вот этот Джамбетов и Закаев и Золкины, вот это все СБУ. Это один минус, что этот человек снова пришел против, его послали, ему деваться некуда больше. Либо он будет расстрелян, обнулен. А второе, еще сотни и тысячи чеченцев подумают 150 раз, чем перейти на вашу сторону. Проект «Хочу жить» был полностью дискредитирован тогда. Что случилось? А ничего не случилось. А как вы воюете тогда, украинцы? Чего вы добиваетесь? Вы хотите, чтобы без конца это такое? Вы говорите, вот там нам не помогают. Америка не помогает, там затягивает, там 3-10. Да, складывается такое впечатление. Но на месте американцев я бы тоже миллион раз подумал бы, передавать ли это оружие, а вдруг оно СБУ попадет. Вдруг еще что-то случится. Понимаете? Вот какая вот ситуация. Вот почему гибнут много людей. Вот почему 2,5 года идет война. Потому что в Украине не вычищено КГБ. А эти КГБшники, СБУшники, завтра получат медали, как получали братья Ямадаевы, Кадыровы от Ичкерии, Закаевы. Это все пророссийские люди. Они с медалями были. А потом прохожу я такой и говорю, а ты что, ты же пророссийский. А у меня медаль здесь, а ты кто такой? Ты что сделал для Украины, для Ичкерии? А у меня медаль вот здесь. Вот и все. Иди отсюда. Я герой. Вот что будет. А реальные бойцы, которые гибнут, их медаль, он погибает, у нас так было. Человек делает героический поступок, он погибает, его медаль передается ФСБшнику. Как так? Как это возможно? Так, по логике, это Аслан дал Алш, Ирво дал, а если бы не ты, я бы не знал много чего. Дересхуль дал мула, ой, Масуди иду дал Алш, дал мула. Дересхуль вечный зон, Дересу. Так, друзья, я думаю, я свой сегодняшний стрим закончу. Короче говоря, ночи, я вас всех предупреждаю, против нас готовится большая подлость. В том числе она исходит из Украины. Не от Украины, а из Украины от определенных кругов. Поэтому мы должны знать это, помнить. Там есть наши братья, наши побратимы, люди, которые реально, как и мы, искренне, честно борются против империи. И это наши братья, побратимы и союзники. И их мы не променяем ни на кого. Но есть и другая сторона. И
Мы должны, если они наши братья, в том числе поэтому им помогать, чтобы они знали, где есть враг, а где есть друг. Я надеюсь, мы разберемся с этим. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку, если она спасет чеченский народ от очередного геноцида и истребления. Всего самого хорошего. Адикёль Маш Оль. Завтра будет, если сможем, завтра будет стрим с Аядом Идиговым, сопредседателем президиума правительства и единственной легитимной власти Чеченской Республики Ичкерия. Всего самого хорошего. Адикёль Маш Оль Дейрез Масана Хуль. До свидания, друзья.